Шаманизм – это традиционная культура народа, уходящая корнями в глубину веков. В шаманизме нет учения, нет философии, нет написанных книг, которым нужно следовать. Шаманизм – это древнейшее мистическое наследие предков. Изготовление оберегов, гадание на камнях, обряды очищения и шаманские песнопения. В этнокультурном комплексе Алдын-Булак продолжается первый фестиваль тувинского шаманизма «Түнгүр». Для участия в фестивале из разных регионов съехались более 100 шаманов. Шаманизм представляет собой неразрывную и естественную связь человека с живой природой. Это связь с духами воды, растений, камней, огня, солнца, луны и звезд. Руководитель организации шаманов «Түнгүр» Сара Саргол отмечает, что в Туве в последние годы шаманизм развивается быстрыми темпами. Последние годы развивается также быстрым темпом. Также включились другие народы. До этого как-то оно было под запретом, но несмотря на это, тувинские шаманы все равно продолжали работать потихоньку по районам, по тайгам и так далее. А вообще официально тувинские шаманы собрались в 90-х годах, начали разрабатывать свой устав, потом уже официально 1923 года открыли эту шаманскую организацию. Основоположниками являлись те года тоже шаманы опытные, которые ушли в иной мир. Среди них я могу даже смело назвать, был Сайлыкол Иванович, был Сардар Барбагол, был, наш президент пожизненный был. И как я знаю, наш президент, Монгуш Барахович Келнопсан, он же писатель, шамановед. Мы очень рады, конечно, проводить такое мероприятие. И в дальнейшем хотим, чтобы это мероприятие проводилось ежегодно. Первый фестиваль шаманизма «Түнгүр» носит имя Мангуша Бараховича Келнопсана. В честь обладателя международного звания «Живое сокровище шаманизма» организовали фотовыставку. Верховный шаман России Карол Топчунов на Всероссийском съезде шаманов говорит о своем учителе с большим трепетом и уважением. Есть такие древние времена, есть такие даже мысли, даже такие говорили, старшие, младшие даже говорили. Или даже такие, поговорка даже есть. Ты уважай своего учителя. Мой учитель – это живое сокровище мира. Мамуш Барахович Келнопсан, который 98 лет весной уже на тот свет попал. И знаешь, как он меня учит. И мне сейчас 75 год пошел. У меня к нему, знаешь, какое отношение, почетное отношение, как воевал отца, понимаешь? Он мне всегда говорит, сын, у меня сына нету, одни девчата, ты будешь моим сыном. Это же начало 70-х годов он меня обучал. Для участия в фестивале съехались шаманы из разных уголков страны. Среди них Станислава Гаврилюк из Красноярска. С 2017 года шаманизму научится у Карола Топчунола. Теперь Станислава – шаманка религиозной организации Адыгейран. Кроме того, шаманка занимается изготовлением керамических изделий. У меня в роду традиции потеряны все. И я даже точно не знаю, от какого рода, от какой национальности у меня эти дар шаманский. Поэтому я учусь здесь, в самом таком сердце шаманизма, решила здесь именно обучаться. И я делаю эрины. Мне очень нравится это занятие. То есть я мастер-керамист, и в сочетании с шаманизмом у меня они хорошо получаются. Это бабушка поет алгаши. А это картинки я делала для выставки «Арт Красноярск» в выставочном центре «Сибирь». Это по мотивам художника Чурук. По его произведениям я сделала такие керамические. У него живописные большие работы, а я сделала керамические. Они всем очень нравятся, тоже на выставке участвовали. Мир на грани экологической катастрофы. Для ее предотвращения шаманизм и другие языческие традиции должны у разных народов восстановиться, считает Станислава Гаврилюк. Шаманизм и язычество вообще, я уверена, что это самое правильное знание о земле древнейшее, которое, к сожалению, было очень
очень сильно уничтожено вот с приходом христианства там и других разных идеологий. Но оно должно обязательно восстановиться, потому что из-за того, что уничтожены древние традиции, вот получилась у нас экологическая такая катастрофа, мы на грани стоим. Наша вся земля, все страны. Поэтому и шаманизм, и другие языческие традиции должны во всех народах восстановиться обязательно. Потому что если бы мы пошли этим путем развития, у нас бы такая цивилизация не получилась, которая природу уничтожает. Если бы у нас во главе идеологии было бы язычество, то сразу бы в гармонии с природой развивались. Все бы технику, сначала бы смотрели, портит эта природа, не портит, как с духами, как с живыми существами. А получилась совершенно безнравственная цивилизация, именно потому что оторвались от язычества. Участники фестиваля отмечают, что сейчас крайне важно, чтобы шаманы из разных регионов объединились. Я приехал из республики Хакасия, представляю общество Ада-Киберы. Радует, что наконец-то мы собираемся и общаемся между собой. Время движется вперед, и мы должны идти в ногу со временем. Не жить прошлым, как говорится. А сейчас такое время настало, что все шаманы всех республик должны объединяться и работать. Если мы хотим поднять эту землю и сами встать с колен, то мы должны объединяться и работать на благо через любовь и веру. Очень интересное событие. Впервые такого масштаба. Всероссийский фестиваль. Очень много обществ, очень много шаманов. Очень много интересных знаний, людей, обрядов, практик. Очень красивая природа, сильное место. Как наш учитель нас учит, мы несем миру и людям, что шаманизм – это прекрасно. Это наша основная и главная цель – помогать людям и чтобы как можно больше людей узнало, что шаманизм – это прекрасно. Шаманская организация «Чедыхан», которая работает совместно с монгольскими шаманами, основана 5 лет назад. На фестивале организацию представляют 9 шаманов. Практикуем бурятскую, монгольскую, тувинскую шаманскую религию. Наше участие, первое участие у нас в таких масштабных мероприятиях, у нас в нашей организации в составе 9 человек приехали шаманы и со всех уголков нашей республики. У меня бабушка по линии мамы монгольская шаманка, она переехала с Монголии и жила у нас в Качике, то есть это самое отдаленное село Эрзинского окружения, а отец по линии отца, то есть тоже бабушка была потомком Дузунхемческом, то есть она жила тоже в Кандергее, где была бабушка Эшкюхам, то есть тоже по линии отца тоже бабушка была великой шаманкой тувинской. Основная цель нашей миссии, скажем так, это помогать людям. Среди нас, получается, и лекари, это как строители, получается, на камнях. Когда есть еще именно с монгольской части, получается, есть люди, которые призывают духов, бабушек, дедушек, прабабушек и так далее, вселяют в себя и в трансовом состоянии тоже смотрят людей. Моя, получается, бабушка со времен именно репрессий, она на тот момент, когда репрессия пошла, в тех годах она скрылась тоже. Свой дар, половину энергии она спустила через воду, и остальную часть передала по роду самой линии. В любом случае, у каждого нашего тувинского народа в крови есть чуточку шаманизма. Как отмечает шаманка Ялева, в Туве шаманизм прошел тернистый и сложный путь. И именно сейчас то самое время, чтобы возродить, восстановить и передать эти знания. У нас только первый шаг к тому, чтобы возродить все, что было забыто, и взять это все в одну кучу, передать через себя и также передать своим потомкам. Мне кажется, вообще шаманизм прошел не самый легкий путь из всех религий. Было даже время, когда люди боялись даже повесить оберег
над кроватью своего сына. Кто он, зачем рожден и как найти свой путь к себе? Ответы на эти и другие вопросы на фестивале помогает найти шаман и целитель Демьян. Призываем предков, род, восстанавливаем истоки рода, то есть все знания рода, открывать сила рода, знания рода, они передают и открывают, то есть и энергия исцеления, то есть человек исцеляется, соединяется с родом, соединяется с землей, то есть с птицами, показываю связь с деревьями, с водой, с огнем. То есть человек сам погружается и видит сам. То есть я его провожу, и он сам наблюдает это, то есть видение. Бывают тяжелые, конечно, которые не могут видеть сразу, но они постепенно могут через несколько сеансов это видеть. Бывает душа раздельна от тела, то есть происходит это соединение души и тела, то есть объединение, осознание, спокойствие, эта суета, томление уходит. Это вот путь к себе называется. То есть я просто провожу, показываю, свет провожу, что знакомлю его с собой, со своим родом. Призываю предков, то есть и они уже работают с ним. То есть я направляю, я просто светом несу свет, который вот открыл. Также мои предки мне открыли этот свет. Исток рода у каждого есть родник. Это родник собственной души, важно открыть. Та энергия, от которой мы живем и питаемся. Не надо от кого-то брать чужую энергию. Нужно брать, у каждого есть своя. И когда свою открываешь, и нету надобности там брать у кого-то что-то. А у каждого сам очень, этот исток и все богатства внутри. К шаману и целителю, разработавшего собственную методику, образовалась очередь. Все те, кто побывал у него на сеансе, рассказывают, что они как будто заново родились. А специалисты, которые работают с людьми, таким образом могут восстановить свои силы. Я сама работаю с людьми, поэтому, естественно, мне нужно очищение, восстановление, исцеление. Конечно, хоть я сама тренер, я сама работаю проводником. Но вот эти действия здесь на фестивале, они в точку. И я ощутила себя птицей. Возможности восстановиться не всегда бывает у нас, даже у профессионалов. Здесь фестивали, они очень помогают зарядиться этому. Помогают восстановить, чтобы мы дальше исцеляли других людей, помогали им. Вот. Методика интересная, она его, наверное, какая-то собственная своя, выстроенная. Я четко чувствую его. Даже, мне кажется, неподготовленный человек, входя в его поле, сразу начнет ощущать себя другим. Каждый хочет свободы, каждый хочет ответы на свои вопросы. И получается вообще воскресение какого-то человека, воскрешение, оздоровление моментальное. И само место очень, не знаю, волшебное такое, прекрасное место. Заряжает, восстанавливает, исцеляет. В общем, мы для этого. В программе фестиваля были организованы различные мастер-классы. Верховный шаман России Итувы Карол Добчунов совместно с другими шаманами прямо сейчас проводит мастер-класс по шаманским песнопениям «Алгыш». В шатре развернули площадки с мастер-классами по изготовлению и оживлению оберегов и гаданию на камнях. Камни обязательно должно быть маленького размера, и притом они должны быть одинаковыми. Здесь на этих камнях не должно быть никаких трещин или что-то, да, и обязательно они должны одинакового размера. Перед тем, как вы собрали 41 камней, где бы вы ни были, в городе Сочи, в городе Ижевске, где вы живете, в городе Абакане, вы собрали там сколько камней, значит, из разных мест. И когда вы забрали, например, вот Алдынбулак, да, где-то там у нас очень много красивых камней, обязательно записывайте, какое место. Если вы с этого места Алдынбулак взяли 3 камня или 7 камней, да, нечетное число, то вы записываете, обязательно записывайте местечко Алдынбулак Республики Тыва. Надо, потому что, когда вы будете гадать, и вы должны обращаться о духе местечка Алдынбулак, духи реки Енисей, Энесай, духи реки, там в каком городе реки, там Об, или там Анкара, или там что там, какие названия, должны обращаться, потому что вы камни взяли из того места. Камень должен лежать на том месте, где он там лежит. От болезней
Если человек, у меня практика была, да, я практику скажу, кто-то, например, 3 года в коме лежала, да, и вот это вот шаманы свой заговор, когда делается, а это помогает очень самые такие болезни, когда шаманы делают это дома, я бы порекомендовала бы, когда у каждого должен быть дома вот такой оберег, да. Если вот болезни убирает, если какая-то девочка болеет, да, и мама каждый день, вот у меня практика была это, каждый день встает и убирает потихонечку, я не говорю, что сразу вот так вот, да, потихонечку, ну как лестница, и вот так. Вот это все вот так убирает. То есть идет энергетическая работа выравнивания биополя, то есть звуки, вибрации, они настраивают биополе, и, соответственно, болезни уходят. То есть тут, с одной стороны, это шаманское объясняется, с другой стороны, физика обычная. Призвание шамана – это помощь людям, их защита и оберег от темных сил. По словам организаторов, теперь фестиваль будут проводить ежегодно. Айраса, Владимир Суртюк, Айдын Кулар, Тува 24.